ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 10:00, поселок Шудаяк, Ухтинская горбольница номер 1. Визит спикера Госсовета Республики Коми Надежды Дорофеевой. Цель посещения – ознакомительная. Экскурсию проводит зав. Отделением экстренной хирургии Хабиб Рамазанов. Отделение инсульта, блок интенсивной терапии, затем отделение кардиологии. В год через него проходят 1500 пациентов. Параллельно с экскурсией сотрудники делятся проблемами. Одна проблема, самая главная, это УЗИ-аппарат Диви, который нам сегодня очень нужен. УЗИ сердца, чтобы делать. УЗИ сердца? УЗИ сосудов, чтобы делать. А цена вопроса какая этого УЗИ аппарата? Где-то до 12 миллионов. Что же касается обеспечения лекарственными препаратами, здесь все гладко. Средства выделяются в достаточном количестве. А вот на ремонт отделений и благоустройство прилегающих территорий требуется круглая сумма. А какая общая потребность? Общая потребность? Да, финансов. У нас есть на сегодняшний день 1 150 000 это точно. На сегодняшний день. Это больше, я говорю, минимальных 150, я сказал. Больше, конечно, намного больше. 300 минимум. Через отделение урологии проходит порядка 1000 пациентов в год. Зав. Отделением Анатолий Сенькин утверждает, за последние годы заметно выросло число онкобольных. Основная же проблема в отсутствии пластиковых окон. Гордость больницы – хирургическое отделение. Спикер Госдумы обратилась с просьбой к операционной сестре обработать нарыв на руке. В завершении встречи Надежда Дорофеева подвела итоги. Наверное, должны быть все-таки и материальные стимулы. То есть должна быть заинтересованность, чтобы молодой специалист сюда приехал. Потому что вот эти вот доктора, сидящие со мной рядом, они ведь все приехали молодыми специалистами. И они были одержимы и остаются ими. И этот огонь горит и в тех докторах, которые мы сегодня видели, да. Проблема закрепления кадров в больнице более чем острая. Размещение среднего медицинского персонала готов взять на себя ректор УГТУ Николай Цхадая. Он предоставляет 20 комнат в общежитиях вуза. Молодым же врачам оплачивается жилье. Ежегодно через больницу проходит 14 500 пациентов. Будет ли кому их лечить завтра – большой вопрос.